Но сейчас слово предоставляется Евгению Николаевичу для основного доклада. Сегодня мы с вами вместе подведем результаты работы нашей администрации за 2023 год. У нас есть хорошие результаты по многим направлениям, которые участвуют в Казахстане. Важнейшие события 2023 года для жителей всей республики и города Якутска – это, безусловно, поддержанный Владимиром Владимировичем Путиным мастер-план развития нашего города до 2030 года. Это важнейший документ стратегический. Также в этом 2023 году у нас внесены изменения в генеральный план и утверждена новая стратегия города Якутска. Мы в мастер-плане отмечаем следующее. Значит, сразу после утверждения Владимира Владимировича Путина у нас вышел комплексный план, который закреплен правительством Российской Федерации. И комплекс мероприятий – это десятки задач общей стоимостью более 450 миллиардов рублей. И все эти работы должны быть сделаны до конца этого десятилетия. 2023 год стал завершающим годом в нашем городе по окружению благоустройства. Мы с 2021 года вели большую работу по благоустройству и имеем очень хорошие результаты. Мы, например, по благоустройству дворовых территорий перевыполнили наши планы практически в 3 раза. Изначально планировалось сделать 45 дворов, но по факту мы сделали 128. Также благодаря поддержке правительства республики и федерального центра в городе Якутске рекордными темпами строятся школьные объекты, спортивные залы и социальная инфраструктура. В Якутске успешно прошел год педагога и наставника, объявленный президентом страны, прошел год труда, объявленный главой республики, ну и завершилось 3-летие благоустройства. Я бы попросил, чтобы на микрофон вышли именно в первую очередь те люди, которые имеют и критику, и предложение сразу. Конструктивную, хорошую, которая бы улучшила жизнь горожан. Здравствуйте, меня зовут Титова Антонина Степановна. Я представитель общественного волонтерского объединения «Волонтеры САХА», которое оказывает помощь нашим землякам, проходящим лечение в госпиталях Министерства обороны. Мой первый вопрос такой. Вот на слайде 3-летие развития инфраструктуры я не увидела развитие инфраструктуры земельных участков, выделенных ветеранам войны. Второе. Хотела бы обратить внимание, Евгений Николаевич, ваше на официальный сайт окружной администрации города Якутска. Вот каждый из вас сейчас можете зайти на сайт и посмотреть. Дело в том, что вы когда туда заходите, ваши фотографии никаким образом не проявляются. Ни руководителя города, ни заместителя, ни членов общественной палаты, ни наших уважаемых заслуженных, как вот написано на сайте, наших почетных жителей города Якутска. Возможно, вы скажете, что это хакерские атаки и каким-то образом фотографии не загружаются. Но я специально сегодня заглянула на сайты других дальневосточных городов. Возможно, все силы хакеров брошены на сайт города Якутска. Точно так же по общественной палате. Там только фамилии. Нету ни данных о членах общественной палаты, ни плана работы. Мне, как обычному жителю города Якутска, очень интересно включиться в работу общественной палаты. Но я не знаю, каким образом, потому что плана нету. Принимается. Ну, в общем, по поводу сайта я могу говорить много, задерживать не буду. Последнее предложение. В 2015 году, в сентябре, в нашем городе торжественно открылся мемориал солдат Туймады. Этот мемориал был инициирован общественниками и при поддержке окружной администрации города Якутска, когда этот мемориал был создан. И по словам архитектора вот этого мемориала, есть возможность включить
включение дополнительных списков. Понимаете, когда мемориал создавался, в списках всего было 14 с лишним тысяч солдат, которые ушли именно с города Иркутска. На момент создания мемориала это количество выросло до 20 с хвостиком. Понятно, что есть некоторое количество имен солдат, которые не увековечены на этом мемориале. И если понимать, что сейчас, возможно, в бюджете не предусмотрены какие-то большие расходы, но давайте, говоря о том, что мы должны помнить каждого солдата, каждого, давайте мы что-то придумаем, сайт, где мы будем все вместе создавать и сохранять историю нашего города и об этих солдатах, истории жизни. В конце ваш вопрос, а в бюджете не предусмотрено на увековечный фонд отстал? Я не знаю, я это предложение Нет, нашла это второе. мы по-любому найдем в бюджете деньги, просто это вопрос, конечно, мы согласны. Понятно, что это большая сумма, скорее всего, частями. Нет, Несколько лет назад, сколько? обращаясь к вам с этим вопросом, лично к вам, вы сказали, что нет, у нас как бы все имена увековечены. Но вы сослались на ответ нашего специалиста. Чье имя увековечено? Конкретно есть список тех, кого надо увековечить? Давайте только список, и мы эту работу проведем, никаких проблем нет. Просто здесь в зале есть люди, которые этим занимались, и я говорю о Давайте сделаем так, вы официально, пожалуйста, обратитесь, да, никаких проблем нет, здесь я с вами абсолютно солидарен, никто не должен быть забыт. На каждого места должно быть в этом мемориальном комплексе, это безусловно, и в бюджете приоритетно. Спасибо, Евгений. Теперь относительно сайта, я принимаю вашу критику. Если у нас действительно там с 2017 года не обновлялась информация по подсчетным гражданам, мы проведем служебную проверку и посмотрим на соответствие занимаемым должностям людей, которые занимаются администрированием. Только и это, ничего не Теперь по инфраструктуре земельных участков для участников специальной военной операции. Нет, вообще для ветеранов войны есть уже выделенные участки. Я вот про них имею в виду. СОНТ, Победа, Победа-2. Смотрите, вот здесь вот как раз таки вопрос в СОНТ. По подключению к СОНТ мы проводили работу по СОНТ газификации для ранних ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому здесь сразу скажу, вот мы, давайте немножко шире, да, сейчас задача наша стоит по обеспечению земельных участков в 2024 году участников специальной военной операции. Мы с прошлого года постоянно встречаемся с семьями, бойцами сами и подготовили порядка 1000 земельных участков, которые будем раздавать. Это участники с города Якутска. Здесь мы сейчас планируем эту работу завершить уже ко второму кварталу и начнем проведение этих работ. Здесь изначально мы предполагали, что земельные участки идут в формате соток. Поэтому дальше будем формировать соты и посмотрим меры поддержки отдельно по электрификации и подведению дорог. Хорошо. Спасибо. Слово имеет председатель Совета старейшин Николай Васильевич Лепчик. Спасибо. Лепчик Николай Васильевич. Евгений Николаевич, я с удовлетворением послушал ваш доклад о динамичном развитии города. Я хочу обратить внимание, пользуясь моментом, ваше внимание. Я на днях ознакомился с схемой разработки ливневой канализации города. Меня ознакомила служба эксплуатации городского хозяйства. Там я не нашел городской канал. В этой схеме его нет. А вы в докладе сказали, это совершенно правильно. Это магистральная, значит, основная объект по ливневой канализации. Вот, поэтому надо бы служба эксплуатации городского хозяйства обратила внимание, и разработчикам ливневой канализации доработали более детально и более усиленно обновление воды в городском канале.
Обычно горканал протекает в первой половине лета, остальное лето она не протекает, вода стоит, зеленеет, гниет и так далее. Поэтому вот при строительстве пленовой канализации надо бы предусмотреть более усиленную подачу воды в горканал и в течение всего лета. Тогда свежая вода в черте города, это микроклимат намного улучшится для всех горожан. Здесь с каждым вашим словом согласен. Мы в рамках трехлетия благоустройства, трехлетия развития инфраструктуры, основная задача в том числе это обеспечить проточность горканала постоянно. Мы будем восстанавливать этот трубопровод, который будет все протоки закачивать на озеро Шестаковка. Это улучшит жизнь всех городских озер, которые в Малом кольце и в Большом кольце, а также это десятки тысяч горожан, которые сейчас проживают на дачах, Атамляках, Марки, всего Покровского тракта, и жители центральной части города, где озеро, озера, к сожалению, после середины лета начинает зеленеть. И теперь мы планируем, что в 3 года мы как раз решили вопрос. Мы все знаем, что наш город не такой чистый, идеальный, много пыли, песка и так далее. А много грязи приходится из частного сектора. Вот мы дороги строим, а когда будем достраивать частный сектор, это бы решило очень много чего. Вот, во-первых, проблема экологии. Надо асфальтировать частные сектора тоже. Если сейчас смотреть микрорайон Сатал, в сторону птицефабрики, Сергелявское шоссе, там главные дороги асфальтированы, и до Сатала, и птицефабрика, а вот частные сектора, оттуда же грязь выводится. И большие грузы, они оттуда же песок берут, с карьеров, грубо говоря, и всю грязь в город тащат. Вы абсолютно правы, что хотелось бы все дороги заасфальтировать. На территории города порядка 600 километров дорог, в том числе дороги, которые находятся в индивидуальных районах проживающих ижевцев. Вы знаете, сегодня у нас в плане дорожного ремонта мы стараемся по максимуму учитывать и частный сектор, но надо понимать, что у нас первая задача стоит развитие опорной сети улиц, которые в городе. Нам предстоит с вами в ближайшие годы отремонтировать очень колоссальные средства, вложить на 50 лет Советской армии, Дзержинского, Аюрского, улица Лермонтова. Это все позволит расширить основные дороги. Мы планируем к 2030 году привести в 100% нормативное состояние дорог. Сегодня в работе с Министерством транспорта республики мы просим их учитывать интересы города в районе 2,5–3 миллиардов рублей ежегодно. Если мы сможем заручиться поддержкой республики, то мы и дойдем до ИЖС-сектора очень быстро. Смотрите, мы в бюджете 2024 года из городского бюджета заложили рекордные 750 миллионов рублей городских денег. До этого максимальный объем был 500 миллионов рублей. Поэтому я понимаю, что это нужно делать, но, к сожалению, в один момент взять все заасфальтировать весь сектор Ижевск не получится, пока у нас по центральной части города остаются улицы, по которым активно двигается общественный транспорт, и они довольно перегружены, их нужно расширять до 4 полос. Вот мы в первую очередь должны расширить такие сложные точки. Например, 50 лет советская, колоссальная работа нам предстоит. Знаете, оно имеет отложенный эффект, большие улицы сейчас будут проведены и останется потом заходить уже только на частный сектор. Вот, кроме борьбы с алкоточками, вот надо обратить тоже внимание, лично мое мнение, которые вот на автомобилях сами доставляют алкогольные напитки, и вот с ними никак не борются. Я постоянно вижу сигналы, постоянно вижу людей, которые в машину заходят, с черным пакетом выходят, заходят в дом. Особенно в ночное время, если обратить внимание. Вот надо усилить с ними тоже борьбу с правоохранительными органами, собраться, тоже обсудить вот эту проблему. Законодательство нет. Поэтому дальше мы совместными рейдами, совместными мероприятиями с органами полиции, с общественниками должны добиться неукоснительного исполнения первого действующего законодательства. Нам еще есть над чем работать, не все ЛЖКП еще закрыты. В течение 2024 года мы должны добиться полностью закрытия всех ЛЖКП, которые попали под ограничения. Также проводить постоянный мониторинг, чтобы соблюдался закон относительно расстояний от
социальных объектов. Ну и, безусловно, в рамках взаимодействия с Министерством внутренних дел мы должны вести работу по бутлегам и точным действиям. Полностью с вами согласен. Очень много мероприятий было запланировано для школьников, дошкольного образования и дополнительного образования в том числе. Но как человек, который является второкурсником колледжа Якутского гуманитарного, хотелось бы спросить, а что по поводу вузов и СУЗов? То есть хотелось бы обратить внимание на то, что очень мало мероприятий проводится именно для студентов, а если проводятся, то только для студентов высших учебных заведений, но не для средних. В связи с этим хотелось бы спросить, что будет проводиться для студентов колледжа? В рамках работы нашего управления по взаимодействию с молодежью, давайте мы отдельно, вот, как представитель общественности, приходите вносите свои предложения, здесь мы открыты. И если у вас есть какие-то предложения по дополнительным мероприятиям только для судов, я с удовольствием поддержу. Потому что сегодня 12 судов, более 10 судов на территории города работает. Это тысячи молодых ребят, горожан, которые активно участвуют в жизни города Якутска. Если у вас есть предложение, как городская администрация должна что-то сделать дополнительное, что вам видно, да, мы с удовольствием поддержим. Поэтому давайте мы здесь протокольно отметим, чтобы на вас управление по взаимодействию с молодежью вышло на вас и в рамках общего совещания с общественностью, с молодежью придумали отдельные мероприятия для суда. Понимаете? Предложение, как будет развивать городской туризм для иностранцев и для людей из другого региона. Спасибо. В ближайшие годы что ожидать? У нас будет строительство двух гостиничных комплексов. Значит, на проспекте Ленина и будет, значит, масштабная программа реновации старого зала. Мы будем делать новый проект по восстановлению именно не новоделов, а старых домов на 50-55 квартал. Это вот основные мероприятия, которые мы планируем в рамках развития туризма на территории города Якутска. Приветствую всех присутствующих. Меня зовут Татьяна Николаевна, я председатель общественной организации «Воскресенье». У меня вопрос по департаменту градостроительства. Почему департаментом градостроительства нарушаются сроки рассмотрения письменных обращений граждан? И второй вопрос конкретно я хотела бы услышать по участникам СВО. Когда конкретно будут выделены им земельные участки? По закону, федеральному закону, у нас есть ровно 30 дней, чтобы внести ответ. Все, что выпадает за период 30 дней, является нарушением закона. И 99% из 100 на каждое нарушение мы получаем представление прокуратуры, если такое есть. И невиновное лицо несет дисциплинарную ответственность. Это 100%. Поэтому здесь, с точки зрения вам конкретно на 2 или 6 месяцев, я первый раз слышу, что кому-то на полгода. Ну и мне конкретно в том числе тоже. Да, давайте разбираться, если этот вопрос у вас еще не решенный остался, давайте на мое имя заявление напишите. Я лично рассмотрю его, и мы боремся с этим. Из года в год их становится меньше, этих просрочек, но человеческий фактор, к сожалению, присутствует. Где-то может это случиться. Но сейчас с внедрением электронного документооборота все документы фиксируются уже в ИСЭКе, и мы сразу видим, когда оно было получено и когда оно начинает выходить на просрочку. И каждый руководитель несет персональную ответственность по просрочке. Каждый руководитель, я с каждого заместителя спрашиваю, и, соответственно, дальше заместитель. Поэтому 23 год мы закончили без просрочки, 23 год. Но если у вас там есть отдельные факты, то, пожалуйста, давайте мне документы и письмо. Хорошо, я всегда обращусь и будем скажу. Теперь по земельным участкам ПСО. Мы планируем объективно где-то, не раньше мая месяца будет это все дело, потому что сейчас проведены работы по кадастровому учету, далее мы будем все это дело распределять с точки зрения прописки городской и городского информации. Так, какие меры были приняты для повышения доступности здравоохранения и социальных услуг для жителей города, и каковы результаты принятых этих мер? Повышение уровня обеспечения здравоохранения. Какие меры были приняты для повышения доступности здравоохранения и социальных услуг для жителей города, и каковы результаты принятых мер?
По 131 федеральному закону здравоохранение выведено из органов местного самоуправления. Поэтому в операционной деятельности, что происходит в объектах здравоохранения, я не имею права и не знаю, что говорить. Единственное, в чем мы участвуем, это в стратегическом развитии, где необходимо строить, где необходимо выделять землю, проводить работу. Застройки. И вот наша основная задача, чтобы все 10 объектов к 2030 года были построены. Потому что город растет, а объектов должно быть больше. Спасибо за очень важный вопрос. Я многодетная мама, 5 детей. И хотелось бы спросить, сколько земельных участков было выделено в 2023 году для многодетных семей? Ну и еще у меня там, два вопроса тоже есть. 105 земельных участков было предоставлено в году. В 23 году 105, в мае 105, да? да, 105 земельных участков и не было 105. Сколько человек? 500 человек слышал, да? 540. 540 денежную компенсацию получилось. К сожалению, пока 105 земельных участков. А у меня такой вопрос. В прошлом году я была 46-я, а в этом году я 41-я. Как это получилось? Здесь просто смотрите, у нас по выдаче земельных участков есть внеочередные категории. Это люди, которые стоят на учете как нуждающиеся. Они получают право вне очереди получить. И поэтому только в таком случае может быть такое, что они вне очереди происходят сразу перед очередью. Сколько человек тут получили в этом году? В этом году получили 43 человека из имущества. Человек зарегистрирован на 106 сейчас стал 45. Мы 105 земельных участков выделили. Ну, математика. Там довольно сложная система, но если все проверить, то все равно будет Вы давайте сам так, вы представитель, руководитель агентства земельных отношений. Давайте прямо сейчас к нему запишемся. Да, просто я не смогла попасть, у них стоит на двери кодовый замок, и туда никого не пускали. Ну, там по записи, да, давайте сейчас Сергей Васильевич вас примет лично. Сейчас Сергей Васильевич. Второй, да, не буду задерживать, второй вопрос. Помните топу, получается... Давайте так, вот вы сходите туда, а потом вы информацию мне доведете, все ли честно, все ли объективно. Сейчас подойдете, мой номер телефона дадите, вы потом мне, пожалуйста, позвоните, скажите, хорошо? Хорошо. Спасибо. Ага. Второй такой вопрос, такой актуальный, это по перетопу Ярославского 6, допустим, у нас, да, управляющая компания ЦДС, она говорит, что счетчики установлены, а ДЭК, она говорит, что счетчики у нас не установлены. А перетоп получается из-за того, что мы оплачиваем по нормативам, а не по счетчику, как бы, да, и мы не можем в итоге найти, как бы, счетчик у нас есть или нет, да? Потому что обращалась в управу Центрального округа, но так как у нас руководитель Центрального округа часто меняется, как бы, у нас проблема не решается. У нас Центральный округ, к сожалению, Юрий Робертович ушел, поскольку жена очень хороший руководитель, большая благодарность ему. Да, очень хорошо. Да, таких руководителей еще 20 лет надо. Но это не снимает вопроса, здесь я не готов сейчас ответить. По Ярославскому 6, Игорь Петрович, пожалуйста, на контроль возьмите. Да, хорошо принято. Да, Игорь Петрович, Да, и вот я как бы не от своего времени подошла, у меня заявление, тут куча подписей от нашего второго подъезда, наши люди страдают от холода в квартирах, у нас по стенам и по полу до -2. Здесь все акты исследования есть за 3 года, и наша проблема никак не решается, только осталось власть. А в Госэджен вы обращались на работу управляющей компании? Да. Хорошо. Их штрафуют, но дальше никак не идет. А поменять управляющую компанию не пробовали? А первый, второй, третий подъезд, мы все нормально, тепло, а у нас встречно по дому на втором подъезде. То есть первый, третий подъезд все устраивает, да? Я понял. Ну, вот давайте вот обращение вашего времени. Там есть ваш контактный телефон? Хорошо. Спасибо. У вас ваш номер есть там? Я подойду, передам. Да, оставьте свой номер телефона. Всем добрый вечер. Николай Борисов, Совет города Иркутска, житель микрорайона Манха. Вопрос такой. Вот у нас строится 4-полосная дорога, очень хорошая, да? И проблема одна. У нас нет там с карьеров возят песок. Сыпучие материалы, да, строительные.
И там ездят очень большегрудные машины, и у нас вообще находится накопитель текущих материалов. Предложение такое, что вывести этот накопитель строительных материалов за черты города Иркутска. И еще второе предложение. У нас когда в половине путях всегда стоит этот весовой контроль, который работает только будние дни и в рабочее время. А у нас как ночь начинается, и вот эти большие грузы ездят карьеры, которые работают круглосуточно, и возят песок. И делать контроль круглосуточный, весовой, потому что вот дорогу делает, и он надолго не хватит с такими темпами. Вопрос экрана. Дорогу, которую мы ремонтировали буквально 3 года назад, и сегодня из-за перегруженной техники, которая, несмотря на нарушающий знак, запрещающий знак, продолжает ездить, дорога быстро изнашивается. Происходит там провалы высоких грунтов здесь. Дорога не рассчитана, но большинство дорог не рассчитано на движение такой техники на территории города. Поэтому мы все ближе и ближе к тому, что нам все-таки придется ввести ограничения по заезду на территорию города Иркутска большегрузной техники. Это, наверное, будет единственное правильное решение. Другой вопрос, что мы должны подготовить объездные пути для техники, которая будет ехать транзитно. Здесь этот вопрос он требует широкого обсуждения, во-первых, жителями города Иркутска и учета мнений предпринимателей, которые там сегодня работают. Потому что большинство из них это частные предприниматели, мы посмотрели структуру, зачастую ИПшники или физлица даже, которые оформили лизинг техники на себя. Лизинговые договора требуют ежемесячную оплату. Вот если техника их будет простаивать в летнее время, или они говорят, что мы вынуждены будем обанкротиться. Поэтому здесь нужно найти такое правильное решение, которое позволит им остаться на плаву и соблюсти интересы горожан. Большинство, 90% населения за то, чтобы большинство вообще не помогали. Из-за них пробки, ломаются дороги и так дальше. Но при этом на те же строительные объекты нужен цемент, нужна щебенка, нужен песок, а наши предприниматели и строители привыкли привозить их 20-кубовыми или 30-кубовыми самосвалами. Если раньше ездили там 10-кубовые, то сегодня это уже зачастую 30-кубовая техника, которая, конечно же, совершенно другое давление имеет на дорожное полотно. Поэтому мы сегодня близки к тому, чтобы уже внести ограничения, наравне с республиканскими дорогами весной, мы период отдали. И я думаю, что в летнее время полностью мы должны вносить запрет на движение перегруженных техник по всему городу. Надо будет делать перетарку с карьеров, которые привозятся, и далее уже разводить по городу либо наполовину груженной техники, либо на технику, которая имеет меньше объем кузова. Это единственное решение, которое есть. К этому, наверное, пойдем дальше. Добрый вечер, уважаемые граждане города Иркутска. Я Шнарина Узбековна, мама 10 детей. У меня такой вопрос. По многодетным. Есть программа 5 и более детей, да? Уже сколько лет? Мы стоим в очереди, многие. И вот в этом году сколько, я бы хотела услышать, сколько семьям дали на улучшение жилья. И в этом году год семьи, сколько дадут из бюджета? Такой вопрос. По виде Министерства труда и социального развития реализуется вопрос. Я просто, не вопрос компетенции трудовой администрации, но надо уточнить вопрос управления защиты. Давайте спросим. Есть вопрос? Давайте мы сейчас вам контакты возьмем, узнаем у Министерства труда и доведем, сколько денег в этом году заложено. 10 детей это Да, спасибо вам. хороший показатель. Сказали то, что боретесь с тем, что привлекают ваших работников к ответственности за нарушение статьи 5.59 Кодекса по административному нарушению за нарушение приема обращений граждан, 59 закон федеральный. Потому что они не своевременно отвечают, не перенаправляют в течение 7 дней,
куда надо, да. Вот эта статистика не озвучала, скольких лиц привлекли. Вот, допустим, прежнего главу Пенигина Василия Егоровича больше 10 раз прокуратура привлекала и штрафовала за это дело, да. Соответственно, эта статистика стыдно, когда видно, когда не видно, тогда не стыдно. У нас вот так народ устроен, да. Также недавно была озвучена информация, то, что по части 1 статьи 293 возбуждено уголовное дело Следственным комитетом, предъявлено обвинение неуказанному лицу по подтоплению талыми водами жителей строительного округа. Общественная палата города, когда топила строительный округ, что-то мало активности проявляла, акты не составляла. Из общественных, кто из строительного округа в общественной палате состоит? Ну, как директор там, какого-то чего-то, реально на земле, этот вот. Вот по поводу этой конструктивной критики можете ответить? Обращений, Да. нарушений, я сейчас статистику, когда отдельно можно предоставить и публично покажем, проблемы нет. И что есть, то есть, да? И за каждое из этих нарушений человек несет дисциплинарную ответственность. Теперь относительно возбуждения вопроса по подтоплению, там не только 17 парк, вся территория города, и здесь проблема даже не в том, что подтопило, к сожалению, тот же дом 8 марта 89 его, к сожалению, топит не только весной, его топит и осенью, и летом. И это происходит из-за того, что деревянные дома, они утонули сами по себе. И грунтовые воды в момент оттайки, они приходят не снаружи, а из снизу, самой земли. Поэтому здесь следствие дальше разберется. Значит, с точки зрения была халатность не была, моя точка зрения, одна единственная правильная, быстрее расселить все дома. Пока будет находиться многоквартирный деревянный дом, они все в стадии аварийности, но все, что от меня надо было сделать, по признанию аварийности, я сделал, у меня совесть чиста. Теперь наша задача быстрее расселить. Пока не будут расселены, к сожалению, люди, проживающие на первых этажах, они все находятся в этой риске, потому что уровень пола, к сожалению, ниже уровня земли. Это основная проблема, к сожалению. Нет, еще вопрос стратегический, касаемо реализации КРТ. Закон о комплексном развитии территории, он принимается с общественными слушаниями. Да? В феврале, 23 февраля приняли закон о КРТ, распоряжение правительства Бычкова, да? После общественных слушаний. После этого дважды вносили изменения, дополнения вот этот закон на КРТ без общественных слушаний. Да? Сейчас там условия непонятно какие, абракадабра. Вот по поводу реализации КРТ касаемо строительного округа. И создание территориальных общественных самоуправлений. Вот в отчете не указано было, сколько создано ТОСов. Основная функция создания территориальных общественных самоуправлений – это формирование полноценного гражданского общества. Тут ни на отчете управы про это не было ни слова. За прошлый год Пенигин вообще там по этому поводу не это. Хочу обратить ваше внимание, Евгений Николаевич, что повсеместно нарушается органом местного самоуправления федеральное законодательство. Часть 2 статьи 161 прим. 1 жилищного кодекса гласит, что если в доме, многоквартирном доме, который состоит из более чем 4 квартиры, если не выбран совет многоквартирного дома, то орган местного самоуправления созывает такое собрание. По поводу создания, хочу обратить ваше внимание на это. Поэтому по ТОСу мы готовы ответить в рамках вопроса. Сколько у нас вопросов? Департамент по работе с территориями, Кармадонова Светлана Александровна. Хочу ответить на ваш вопрос по поводу создания ТОС. В городе ведется очень серьезная работа по созданию ТОС. В 2023 году на данный период у нас уже создано и активно работает 5 ТОС. 2 ТОС у нас работает в селе Пригородное, 1 ТОС в селе Кангаласы, 1 ТОС в Гагаринском округе, который работает, 1 лидирующий ТОС, который начал это движение и работает больше 10 лет. Также у нас желает работать ТОС сел, но там, к сожалению, есть нормативно-правовые нарушения, поэтому уставы до сих пор не зарегистрированы. Все, мы действуем в соответствии с законодательством. Если граждане готовы создать ТОС, а вы знаете лично, да, что мы очень активно проводим встречи с населением, в том числе в автодорожном округе. Были желающие создать 2 ТОС, но, к сожалению, пока не подали документацию на регистрацию. Поэтому граждане, в общем-то, информированы, и те, кто желает, могут создать ТОС
зарегистрироваться и действовать как некоммерческая организация. Более того, я хочу сказать, что в 2023 году окружная администрация участвовала в республиканском конкурсе на получение субсидий на развитие ТОС и получили хорошую субсидию в размере почти 3 миллионов рублей, плюс еще поддержка муниципального бюджета, и грант был разыгран, грант главы почти 5 миллионов рублей на поддержку ТОС. Те ТОСы, которые заявлялись, получили данную поддержку, а это 3 ТОСа у нас выиграло. Они провели работу по благоустройству. Значит, мы завершаем отчет головы. И в завершении я хочу сказать вот так. Кто бы как-то готовился, да, кто хотел разрушить нормальный настрой, я вот так хочу сказать. Великий сын якутского народа, наш первый президент, Михаил Юрьевич Николаев, всегда говорил: вы сильно не радуетесь, когда вас хвалят, но прислушивайтесь, когда есть конструктивная, объективная, хорошая критика. Поэтому все слова на пользу, на развитие города